лобовое стекло треснуло очередной раз. Резко скидывает. Не удержишь буран. И вот такая картина. Ладно. Не просто так я сюда заехал, ребят. Вот эта изба стояла вон там. Так, подожди. Вот где, как сказать, столик. Вон на том месте стояла. Прошлую осень тоже провели ремонт. Поменяли нижние венцы мужики. И оттуда избу сюда переставили. Здесь пластиковое окно, видать, поставили они. Сейчас глянем, что тут у нас интересного. Все, здорово, Кырка. Ну, планировка такая же, как и в прошлой избе, такая же была. Также нары там были. Вот. Так. Капитально все сделано. Поспочь, ладно. Вот. Вон сколько одеял тут. Матрас, одеяло. Все по-нашему. Пластиковое окно вон на пену поставили новое. Светло. Но для моего роста, скажем, 1,90 м, рост уже чуть-чуть. Но они низкие, мужики здесь, кто рыбачит, охотится. Вот. Новую печку кирпичную ставили тоже. Вот. Но чуть-чуть, как Коля у Николая, знакомого, говорит, чуть-чуть искосилась у нас, ну, фундамент на печи. Немножко как ее провалилась, и говорит, чуть-чуть печка искосилась. Ну, даже и незаметно так особо. Туланмон наш. Я не скажу, все нормально, четко, нигде ничего не лопнуло. Если что, Коля, смотришь, твою избу я показываю. Вот, задвижка ходит. Сколько вон, смотрите, инея вон. Смотрите, сколько инея. Как ни странно, у нас на моей избе такого не было. Здесь очень много, уж перебор, даже стены все в инее. Не знаю, от чего это. Поддувала нету. Может, есть, вон же, есть. В принципе, дует, а почему так? Вот от этой сырости, конечно, и избы гниют там, плесень. Вот это все прокапает на матрасы. Ужас, что будет твориться. Отсыреет все. Вот, если не вовремя прийти, там просушить вот эти одеяла, там плесень образуется. Да. Ну, я бы, конечно же, порекомендовал буржуйку поставить. Это кирпичная печка на расстройство. Ну, это уже, как сказать, сами хозяева, как думают, правильно сделали. Вот, вон, видели, клин поставили. Как бы изба проседает, а эти столбы остаются на месте. И как бы вот это бревно как бы отстает. И вот со временем, через год, через два, этот клин убираешь, и он тоже ровным станет с избой. Ну, это все правильно продумано. Вот эти клинья, это надо так ставить. Это годами еще будет оседать изба. Вот. Ну, что еще сказать? Молодцы, одним словом. Все четко сделано по-нашему. У нас такая планировка в каждой избе. Конечно, если новую избу буду строить, это как и сейчас в интернете смотрю, в середине вот тут окно, с двух сторон нары. Самый удобный, хороший вариант. Мне понравилось. А раньше мы вот так все делали, вот тут ложились, ну, на 3 человек это место. И здесь вот такая лежанка обычно на 4 человека. А по усмотрению можно еще тут доски поставить, еще на 1 человека нары можно сделать. Вот. Но планировка у нас в нашем селе во всех избах так.
во всех. Окно сбоку, стол и такие нары. Пошли, Тулан. Вот так. Познакомились с новой избой. Первый раз заходил. Я увидел, когда осенью поднимался на охоту, на осеннюю охоту, увидел, где, думаю, изба, что с ним. Оказывается, они так сделали. Ну и правильно. Там все равно река смывает берег, все время смывает. А до сюда, 200 лет понадобится, пока река до сюда дойдет. Рано или поздно, конечно же, река придет сюда, но очень долго еще до этого. Так, ну что. Сейчас я дальше буду буксовать, наверное, что смогу. Он до Тудова поеду. Просто так я не заехал сюда. На поворот выше поднимусь, я там буду рыбачить. Попробую вот в этом месте. Хотел уже давно. Но вряд ли, наверное, куда я доеду, потому что тонет буран. Очень. Да и ремень надо поменять, буксует, блин. Вообще не едет. Вот. Вот такая изба, ребят, смотрите. Оказывается, бураница идет. Это, наверное, косачей тут смотрели мужики. Нету, блядь. Надо бы спуститься вон до туда. Смотрите, сколько елок тут. Вон. И пихта, и елка, вон сколько новогодних елок. Подсад хороший. Вон. Там тоже изба. Куда надо мне идти, блядь? Здесь вообще жесть. Круг дам, наверное. Лучше пешком пойду. До туда я не доеду. Здесь вообще такая ямы. Выеду вот там.
попробую тут подняться. Можно здесь попробовать рыбачить, можно до поворота схожу. Давно уже хотел. Надо попробовать. Так, все это дело возьму с собой. До хрена вещей. Пускай. Тут недалеко, в принципе. Снег вообще глубокий. Буран прям не едет. Во-первых, ремень надо поменять. Во-вторых, снег глубокий. Сразу, блядь, пробуривает этот. Буксует. Короче, по целине лучше сейчас лучше не выходить из дома. Да. Подождем, когда нормальный снег будет. Устаканится все. Так, попробуем спуститься тут. Фух. Идти, конечно, тяжело будет. Да и местами, блядь, открыто вон там. Видно, что открыто все. Фух. Фух. Вот это да. Снежная ванна, смотри. Хорошо. Опа. Тут лед. Тулан тоже тут. Опасно, конечно. По незнакомым местам ходить. Ух, ебать. Воды сколько. Смотрите, сколько воды тут. Возле избы вообще воды не было. А тут кошмар. Так. Сегодня, думаю, тяжелая рыбалка у меня будет. Пока, блядь, ищешь, ходишь. Кругом вода, между прочим. Здесь еще пробурил. Там уже как бы прикормку закинул. И видеокамера посмотрел, пока тишина. Песок такой тут, грунт. Но рыбы тут не было пока. Сейчас там еще гляну. Здесь подожду, может кто подойдет. Кто мне может сказать, что он здесь так тщательно ищет? Как лиса. Смотри, сколько натоптал. И лает почему-то там. Не знаю. Не могу разгадать. Каждый раз, что на озере, что на реке, здесь тоже очень много воды. Я меняю место. Еще выше поднимусь. Но очень далеко не буду уходить. Вот этот поворот. Очень меня тянет сюда. Здесь на песке попробую. И может еще на повороте. Вот это надо спилить. Когда на лодке едешь, блин. Или немножко подвыпивший, можешь и не заметить. Так что опасный. Вон куда он бежал. Я там даже крючок не стал закидывать. Ни одной рыбы не подошло. Минут 15, наверное, прошло примерно. Так, вот здесь попробую. В течение 15 минут елец, если есть, обязательно уже подходит. Так, вот тут попробую. Прикормлю тоже. И повыше. Здесь омут офигенный тут. Очень глубоко, очень много коряг. Очень много окуней тут ловят осенью. Вон. Давно уже хотел здесь просто попробовать порыбачить. Клюет, не клюет, без разницы. Самое главное попробовать, и уже на следующий раз уже ты будешь знать, стоит, не стоит сюда заезжать. Снова ничего. Снова тишина, ребята. Ни одного подхода. Сейчас еще вот тут. И день такой прекрасный. Вон солнце выглянуло. Вон как
светит там, лучи попадают, светло. Ну как. Сейчас пасмурные дни были, снегопады, такие облачные дни. И все проясняется, вообще великолепный день. Вообще хочется жить. Когда вот такая погода, хочется жить, дышать. Вон как. Как будто март месяц. Вот такой мало уже, как будто уже на деревьях снега. Солнце выглядывает. Не холодно. Именно вот мартовский день. Вот я хотел до сюда на буране проскочить. Но вон там подсады. Не заехал бы я сюда. Заехал бы, но сжег бы полный бак бензина. И... блин, там курья еще. Может, до туда еще сходить. Точно. Я и забыл про это место. Хотел в этом... Так, как же быть-то? И там, и здесь хочется. Тут, наверное, даже вода, как я смотрю. Не, до туда я еще схожу. И здесь как будто хочется тоже попробовать. Но здесь вода уже. Тоже глянуть хочется. Там трава. Небольшое тихое место. Видать, открыто даже немножко там. Скажем, это с этой глубины рыба поднимется на мелководье. Но здесь тоже вот место. Так. Вот, блин. Все хочется. Туда-сюда хочется. Так посмотришь, здесь не клюет. Хочется туда еще идти. Да, воды здесь море. Видать, где-то открыто. Пипец. Тут вообще океан воды. И неспроста так вода поднимается. Это значит, где-то открыто под снегом. И оттуда на лед поднимается вода. Такая картина. Картина Репина. Так. Ну-ка давай здесь попробуем. Какая глубина, хоть посмотрю. Гляну, что тут творится. Никак не могу найти рыбу уже. Третья поездка такая нехорошая тут. Последнее место. Дальше не пойду. Короче, там открыто и вот тут. Поэтому туда и вода идет. Говорил, где-то вода поднимается. Здесь полностью все открыто. И там выше все открыто. Оттуда вода поднимается и по льду идет. Так набирает, наледь получается. Так что перед тем, как выехать на речку, обязательно надо пройтись пешком. Понять, что творится на льду. Вот так вот. Сейчас я здесь еще первоначально буду подглядывать. Если никто не подойдет, соберусь и поедем обратно. Обратно, может, на это озеро еще остановлюсь. Но я хотел здесь посмотреть, порыбачить, но, к сожалению, пока тишина. Даже ершей я не наблюдаю нигде. Ничего нету. Хотя место действительно хорошее тут. Рыбные места. Здесь, если летом, ты без рыбы здесь никуда не пойдешь. Здесь темно вообще, какое-то вот место такое страшное, как будто хрен его знает. Песок такой, темный грунт. Но никого нету, я не вижу никого.
Сейчас посижу еще минут 10, заодно отдохну. И пойдем по своему следу обратно. Можно было на буране вот сюда заехать. Мы почти до сюда заезжали. Потом я развернулся. И можно было там остановиться. И здесь спуститься. Один хрен. Что там, что здесь. Какой толк. Тишина. Даже ветершей нету. Ёпты. Что за место такое тут у нас сейчас? Как-то глухозимье, действительно. Куда-то, как будто вся рыба куда-то нырнула под дно. И ему не интересно ничего. Нету, никого я пока не вижу. И ни одной рыбы, сколько, целый поворот я там, в 4 местах я пробовал. Одна и та же картина. Пустота. Надоело мне пустое дно смотреть. Тулан куда-то ушел. Поеду я, ребят, на озеро еще. Попробую на озере. И если там ничего не удастся, я поеду на избу. На избе перекур. Отдохнем, перекурим. И ниже избы там попробую. Там поворот целый, тоже омут хороший. А здесь толку нету. Я думал, здесь я поймаю. И здесь жерлицы раскидаю. На этом повороте. Потому что хороший поворот. Глубокий тут. И думаю, щук и налим-то тут должны быть. Но видите, как все поменялось, планы. Планы поменялись. Да. Облом. Облом за обломом. Обломов. Получается какой-то. Так, там еще попробую на желтую мормушку. Там я пробовал на белую и на такой вот пепельного цвета еще. Сейчас надо попробовать на желтый, может эти плотвишки возьмут. Так, ладно. Видите, как весна. Солнце светит. Ну, январь месяц прошли. А там февраль. Уже в марте. Ну, весной уже скоро запахнет. Гнилая пора это декабрь, январь. Ноябрь тоже самое. Ноябрь, декабрь, январь. В феврале уже начинается пурга и чуть-чуть уже заметно дни подлиннее. А в марте уже вообще начинает потихоньку греть солнце. Ушел куда-то. Сейчас на этом месте одна история у меня была. Вот я поднимался на лодке. Представьте себе, вот поднимался на лодке. И здесь на повороте, вот до сюда доехал. Утки, где-то 4 или 5 штук. Там кряквы были, большие, крупные. Короче, я выстрелил в уток, в лед. И одна утка упала. Начал искать, где там, что там. Не могу найти. А эта утка, вон там на березах, короче, упал, эта утка упала, и на березе зависла. И я увидел, короче, утку достал, и между этими кряквами оказался чирок. Я в этого чирка я попал, и этот чирок я подбил, короче, он упал на березу, завис. Вот такое может быть. Частенько бывает, там стая лебедей летит, а там гусь или еще там в ассорти такая вот. Когда бывают там крупные утки, а вон летит бездельник. Далеко он ушел.
Look! 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 Если услышит, то не остановится, догонит. Он все время вот такие открытые места, ему интересно. Вот. Бобры там, выдры, запах чувствует. Он очень даже, ему интересно вот эти зверьки водоплавающие. Вот. Норка, бобры, выдра. Может часами ходить по реке, часами. Что на второй избе, вот когда мы на охоте, все время он где-то ходит, там ищет, по берегу бродит. Такой азарт у него на вот этих зверьков. Ну и также частенько белок лает. А боровую птицу, ну, пока не удавалось из-под него подстрелить. Как-то вдалеке слышал и лай, может он и птицу лает на... Или, как сказать, немножко полает и птица улетает, то я не дохожу. Уже все, он идет навстречу. Видать, наверное, все-таки в таких местах он боровую птицу лает и оставляет. Догнал. Все время тут что-то вот. Почему так в этом месте? Не могу понять. Что он чувствует тут? Или по льду кто-то ходил тут? Этот остался запах. А, туланчик. Много раз спрашивали, когда на Хариуса я пойду рыбачить. Но видите, сколько снега сейчас на льду. Наледь, снег. Многие ходят. Ходят и пусть ходят. Мне как-то по барабану. Пусть ловят, сколько им хочется. Я к весне, вот скажем, в марте уже, в начале апреля, когда со льда уже этот снег растает, уже такое вот мало снега станет. И ходить хорошо. На льде мало. А сейчас там на таежных речках в 2 раза больше даже снега. Буришь там, ходишь, ищешь. Нет, мне это не интересно просто. Вот есть фанаты, которые вот этим живут. И все время вот ходят на Хариуса, ищут. И мне помеха этот снег, наледь, пурга, ничего не помеха. Они больны этим, и это им нравится. Вот. А мне вот, я уже, ну, мне это не интересно. Вот в марте уже, конечно же, разок-другой я схожу. Попадет, не попадет. На жарко я каждый раз там ловил. А потом как повезет. Сегодня вот пустой. Вообще ничего нету. Только вон я, тень моя. Солнце хорошо светит. Прям тепло уже чувствуется. Радует это солнце нас. Северян. Витамин D получаем. Небольшой загар. Витамин D для организма. Вот такие дела. Стараюсь как могу что-то поймать, что-то показать. Но, к сожалению, пока вот так выходит все. Вот такие дела. На будущий год буду мудрее, чем возиться с этой мормышкой. Надо закинуть на это озеро с мелкими чаями сетку на живца. Я не говорю, там километр или 100 метров закинуть, чтобы хапнуть там все. Буквально 2 метра. Просто закинуть.
рыбин 20, чтоб попало. И уже ты верняк можешь закинуть эти жерлицы, там может попадет щука. Сегодня очень большая надежда была поймать, но видите, что происходит. Не ловится. Хотя есть там рыбы. Я показал, очень много их там. Одна поклевка такая была. Вот это вообще жесть. Фу, спотел бы. Шел, вон там у нас буран уже. Ой. Здесь вообще воды сколько тут. Где-то тоже, наверное, вот здесь под снегом где-то вода поднимается. Потому что там такой отрывок был, вообще не было воды. Ну а сейчас будем штурмовать здесь этот берег. Столько хлама с собой таскаю. Ой. О, блядь, лед. С осени там, знаете, вода ушла, лед там лежит. Ого. Так, ну вот, смотри, какой крутой берег. Так. Фух. Так. Так. Спускаться хорошо. Подниматься неприятно так. О, бля. Фу. Ну вот. Лак! Лак! Лак тула! Как он газанет. Лак! Тула! Лак! Лак где? Лак! Тулан! Ну все. Хотел. И, как сказать, приехал, проверил, убедился, что тут не ловится ни хрена. Поедем к своей избушке. Так что будем там пробовать. Отдохнем, перекурим и потихоньку так. Фу-фу-фу. Все. Буксовали, конечно, капитально сейчас. Да. Буксовали. На. Это жизнь придуман не мной. О, хорошо. Лафа. Сколько птиц я здесь настрелял. На этих березах тоже. Вот тут. О, блин. Были года, когда этих птиц было очень много. Сотни штук висело там, блин. Бери, не хочу, стреляй. Сейчас даже рябчика не увидишь. И я не знаю, когда-то это будет, не будет. Так, поживем, увидим. Ладно, сейчас поедем, если заведется.